Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас в Коми-Республиканском институте развития образования на семинаре «Ресурсы и механизмы обновления методического сопровождения педагогов». И прежде чем огласить повестку нашего семинара, для приветствия я даю слово Галине Владимировне Китайгородской, ректору Коми-Республиканского института развития образования. Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать муниципальное образование Республики Коми. Нам, конечно, очень важно, что вы нашли сегодня возможность принять участие в первом онлайн-семинаре, который будет посвящен актуальным вопросам взаимодействия на уровне всех муниципальных образований и вопросам создания сети муниципальных методических служб. Уважаемые коллеги, от лица Олега Александровича Холопова передаю слова приветствия. Он, возможно, подойдет чуть позже для того, чтобы обозначить задачи, которые стоят перед всеми нами. И мы надеемся, что мы сегодня будем говорить о едином профессиональном и методическом пространстве. Уважаемые коллеги, хочу проанонсировать, что мы будем с вами встречаться ежемесячно, может быть, сделаем перерыв в летний период, для того, чтобы, первое, осознать, что на уровне муниципальных образований уже созданы практики сопровождения педагогов, есть практики, которые мы готовы транслировать на уровне республики, на уровне Российской Федерации. И, конечно, очень важно нам понять, какие стоят перед нами задачи, которые определяют сегодня новый статус методиста муниципальных методических служб. Уважаемые коллеги, я передаю слово нашему модератору Анжелике Васильевне для того, чтобы мы продолжили наш онлайн-семинар. Еще несколько слов. Коллеги, вы можете задавать вопросы в разделе на верхней панели нашей платформы ProofMe. И я думаю, что мы сегодня именно в таком открытом диалоге будем проводить наше профессиональное общение. Удачной работы! Уважаемые коллеги, приступаем к реализации нашей поездки. Первый вопрос у нас — методическое сопровождение процесса развития профессиональной компетентности педагогов в условиях внедрения в ГОС. Данный вопрос раскроет нам также Галина Владимировна. Второй вопрос — это итоги мониторинга деятельности муниципальных методических служб. Расскажу об этом я. И остальные — это наши методисты и специалисты наших муниципальных методических служб. Это Шарафетдинова Елена Владимировна, заместитель начальника информационно-методического отдела управления образования УСИНСК, которая расскажет о новых подходах к организации методической работы в системе образования. Это Сатула Ирина Александровна, методист отдела по информационно-методической работе муниципального района Печора, которая поделится опытом организации работы отдела. И также Деревягина Ольга Александровна, директор Воркутинского дома учителя, которая расскажет нам о ресурсах и механизмах обновления методического сопровождения педагогов на муниципальном уровне. Галина Владимировна, вам слово. Спасибо, Анжелика Васильевна. Итак, уважаемые коллеги, я очень кратко обозначу те государственные задачи, которые стоят сегодня перед нами в рамках реализации национального проекта образования. Сегодня методические службы являются, конечно же, драйверами реализации всех региональных проектов, которые являются основой для формирования нового профессионального пространства. Но мы понимаем, что на уровне каждого муниципального образования свой социально-экономический контекст, свой профессиональный контекст. И поэтому именно благодаря муниципальным методическим службам выстраивается именно та детализированная работа по сопровождению нашего профессионального сообщества. Конечно, мы понимаем, что сегодня на уровне каждого регионального проекта уже сформировано коробочное решение, в которое включено, конечно же, кадровое решение вопросов, появление новых инфраструктурных элементов
и, конечно, осознание того, что мы сегодня работаем в новом содержании. В декабре 2019 года на уровне Министерства просвещения Российской Федерации было озвучено: главная задача на уровне каждого субъекта Российской Федерации – возродить региональные и муниципальные и школьные методические службы. В рамках резолюции 4-й Всероссийской конференции была такая задача поставлена для всех субъектов Российской Федерации. И мы сегодня понимаем, что профессиональный стандарт педагога является основанием для того, чтобы ставить новые задачи и перед нами, Институтом развития образования, перед муниципальными службами. Но самое главное, что основой для изменения нашей деятельности, ребрендинга нашей деятельности, конечно, является региональный проект «Учитель будущего». Сразу хочу сказать, что в течение 2 месяцев будут внесены изменения в проект «Учитель будущего». Отдельным разделом входит пункт, о котором я говорила. Это создание региональных и муниципальных методических служб, которые возьмут на себя функции сопровождения педагогов различных категорий. Мы сегодня уже видели данный проект и понимаем, что изменение функционала, оно позволит создать сеть муниципальных методических служб. Именно эти решения будут приниматься на уровне Российской Федерации. Поэтому, уважаемые коллеги, мы должны быть к этому готовы и осознавать, что стратегическими направлениями развития системы образования сегодня, конечно, остаются новые сообщества, которые позволяют нашим педагогам участвовать в новых формах профессиональной коллаборации. Мы сегодня понимаем, что педагоги рассматриваются не только как учителя, которые выполняют трудовые функции, не только как воспитатели, психологи, а воспринимаются именно как профессиональное сообщество, в которых есть экспертные сообщества, в которых есть лидеры. И, уважаемые коллеги, мы должны понимать, что именно такая каскадная система, которая определяет сегодня проект «Учитель будущего», каскадная с точки зрения выделения лидерского сообщества, педагогов, которым требуется поддержка через наставничество, она сегодня является основой для изменения и понимания того, что мы тоже готовы изменить форму сопровождения и педагогов, и методистов муниципальных методических служб. Да, это новые роли и протоколы в системе образования. Поэтому, уважаемые коллеги, я несколько слов как раз об этом сегодня и скажу. Итак, на уровне Российской Федерации, уважаемые коллеги, принято новое типовое положение об учебно-методических объединениях по общему образованию. Аналогичные положения сегодня в проектном варианте существуют и по другим учебно-методическим объединениям. Что нового включается в данное типовое положение? Определяется роль именно методических служб и методистов, которые сегодня на уровне каждого муниципального образования, каждого субъекта Российской Федерации должны, первое, понимать проблематику педагогов, второе, должны выступать, коллеги, наставниками, в некоторых случаях и тьюторами для педагогов, сопровождать их через и конкурсное движение, и через подготовку к аттестации, и повышение квалификации. Это все функционал с точки зрения не контроля, а именно сопровождения муниципальных методических служб. То есть, уважаемые коллеги, в течение буквально данного года появляются проекты и уже новые положения, которые нормативно закрепляют новый статус муниципальных методических служб. Уважаемые коллеги, мы понимаем, что для нас очень серьезная задача связана, конечно, с обновлением содержания федерального государственного образовательного стандарта, формирование новых компетенций по функциональной грамотности. И сейчас именно через управление образованием, мы очень вам благодарны за это, появляются
новые статусы у методистов, которые работают в управлениях образованием. Они сопровождают сегодня федеральные курсы повышения квалификации по функциональной грамотности. Они сегодня сопровождают новые курсы повышения квалификации, которые действительно спускаются с федерации, являются едиными для всех педагогов. Поэтому, конечно же, сегодня на уровне Российской Федерации принимаются очень важные решения с точки зрения формирования единого профессионального пространства. И задача именно такая – создать единую сеть. Российская Федерация – это учебно-методические объединения, в которые будут входить муниципальные методические службы и методические объединения по предметам. Далее, на уровне региона, это Институт развития образования и Центр профессионального развития педагогов. И на уровне каждого муниципалитета аналогичная система должна быть сформирована. В этой связи, уважаемые коллеги, обратите внимание вот на данное позиционирование этой системы. Действительно, единая задача с точки зрения уровней управления качеством образования. На уровне Российской Федерации уже проводится мониторинг эффективных механизмов управления качеством образования. И один из важнейших уровней управления качеством образования – это наличие в каждом муниципальном образовании муниципальных методических служб, которые сегодня включаются, конечно, в самую главную задачу – повышение качества образования. В этой связи, с точки зрения качества образования, уважаемые коллеги, я хочу напомнить те задачи, которые мы с вами обсуждали на августовском совещании в 2019 году. И данные задачи, коллеги, они для нас актуальны, и они остаются важными. И я очень надеюсь, что этот учебный год, он позволил вам провести анализ результативности выполнения тех задач, которые стояли перед каждым муниципальным образованием, которые связаны с повышением объективности оценки образовательных результатов, с повышением квалификации учителей с точки зрения именно единых подходов, именно в рамках проекта «Учитель будущего», с пониманием того, что сегодня мы работаем не только с профессиональными дефицитами, но и с образовательными потребностями наших педагогов. Мы сегодня понимаем, что на уровне муниципальных образований у нас уже выработаны лучшие практики методического сопровождения педагогов, о которых мы сегодня будем говорить. Мы понимаем, что мы сегодня обязаны работать не только с педагогами, а именно с командами образовательных организаций. И сегодня наши коллеги из муниципальных образований тоже будут об этом говорить, что кроме индивидуальных траекторий сопровождения педагогов, основная задача сегодня работать именно с командами образовательных организаций, во главе которых директор. Поэтому в рамках проекта «Учитель будущего» важная задача, которую нам предстоит решить уже в следующем учебном году, это создание кадрового резерва управленцев на уровне Республики Коми. И эта схема, она очень важна, потому что сегодня мы вам ее представляем впервые. Это действительно та схема, которую мы уже представляли на уровне Российской Федерации. Мы выступали на одном онлайн-совещании. Коллеги, это очень важно понимать с точки зрения управления нашей системой. Итак, я уже говорила, что на уровне каждого субъекта должны быть созданы именно центры методического сопровождения. Мы должны понимать всех категорий именно педагогических работников. И далее идет именно каскадная модель управления, которая здесь представлена. Я хочу отметить, что вы видите функциональность каждого элемента данной иерархии. Обратите на это внимание. И, конечно, на следующем семинаре, который, наверное, мы проведем либо в конце августа, либо в начале сентября, мы более подробно остановимся именно на этих механизмах создания сети методических служб и сопровождения педагогов. Коллеги, мы ждем нормативных документов, которые будут приняты на уровне Российской Федерации, для того, чтобы действительно выстроить эту систему и на уровне Республики Коми. Уважаемые коллеги, создание единого воспитательного пространства сегодня включается как одна из национальных
целей. И именно через республиканский проект наставничества мы будем внедрять, уважаемые коллеги, целевую модель наставничества. Задача ли это методических служб? Конечно, да. Уважаемые коллеги, я хочу напомнить, что на уровне Республики Коми будет действовать несколько моделей. Одна из важнейших моделей – это модель учитель-учитель. И здесь мы понимаем, что возникают новые роли у учителя в рамках проекта профессионального стандарта педагог, который, вы знаете, что в ближайшее время будет изменен, где появляются и новые должности – учитель-методист. Здесь тоже есть поле для нашего размышления, но пока я говорю о таких реперных точках с точки зрения нашего развития. Так вот, целевая модель наставничества. Коллеги, мы вам очень благодарны, что именно муниципальные методические службы сегодня будут на уровне каждого муниципального образования не контролировать, а именно сопровождать реализацию целевой модели наставничества, в которой заложены те механизмы, которые позволяют в первую очередь повысить профессиональный уровень каждого педагога нашей республики, которые позволят выстроить систему наставничества именно как личностно ориентированной модели для развития наших обучающихся, наших педагогов, для того, чтобы мы все осознавали, что мы сегодня в 21 веке ориентированы на новые ценностные категории, связанные, конечно же, духовно-нравственными ориентирами и, конечно же, с теми ориентирами, которые позволяют нам быть сегодня современными, актуальными с точки зрения тех задач, которые перед нами стоят. А это и цифровизация, а это и новые роли педагога, это и новые протоколы с точки зрения взаимодействия с родителями. Поэтому, коллеги, вот те проекты, которые сегодня обозначены как проекты, которые были драйверами для целевой модели наставничества, они, конечно, будут продолжены. Не могу не остановиться на непрерывном повышении квалификации как в форме непрерывного профессионального развития. Уважаемые коллеги, все равно на уровне Российской Федерации, я об этом уже начала говорить, основной тренд – это именно горизонтальное обучение, когда педагоги и методисты обучают педагогов-методистов. Поэтому действительно это новый протокол образования. Когда сегодня мы уходим в практикоориентированное обучение, нам необходимо понимать, что мы должны научить педагогов, лидеров профессионального сообщества принимать участие в дополнительных профессиональных образовательных программах как формах формального образования. И мы сегодня понимаем, что именно стажировки на базе опорных школ, школ лидеров, они сегодня являются основой для непрерывного повышения квалификации наших педагогов. Именно благодаря включению и института, и муниципальных образований в цифровизацию мы с ним понимаем, что в онлайн-среде очень много возможностей для новых форм профессиональной коммуникации. И сегодня наш онлайн-семинар еще одна из таких форм. Конечно, нам хочется увидеться очно, выстроить диалог, но даже такая форма онлайн-семинары, онлайн-стажировки, они позволяют сегодня постоянно быть на таком хорошем профессиональном тонусе, уважаемые коллеги. И еще один из трендов – это создание профессиональных ассоциаций. Это действительно новая для нас форма, которая связана с тем, что ассоциации – это не коммерческие организации, через которые наши педагоги, лидеры сообщества, и мы можем участвовать в различных грантах президента Российской Федерации, в грантах фондов, которые сегодня направлены на поддержку всех наших инициатив. Поэтому, уважаемые коллеги, фиксирую данный слайд как значимый для нашего сообщества. Поэтому, конечно, с точки зрения модели эффективного управления сетью образовательных организаций, нам очень важно понять, что мы работаем как единая республиканская управленческая команда. Именно от нашего взаимодействия, от правильно выстроенной коммуникации зависит
повышения качества образования и создания всех условий для непрерывного совершенствования профессиональных компетенций наших педагогов. Уважаемые коллеги, мы понимаем, у нас очень много ресурсов и возможностей. Самое главное, что в центре нашего внимания это педагоги, наши обучающиеся. И создание данных условий как раз позволяет нам совместно, уважаемые коллеги, с вами участвовать в федеральных проектах, способствовать повышению качества деятельности республиканских методических объединений, инициировать проекты в рамках республиканских инновационных площадок. Сегодня на уровне Республики Коми, уважаемые коллеги, проводятся различные мониторинги. Мы принимаем участие в семинарах, вебинарах, но самое главное, что это должно быть в едином пространстве, с едиными целями и с едиными задачами. Поэтому, уважаемые коллеги, я очень рада, что сегодня, обсуждая идеологию развития муниципальных методических служб, мы с вами говорим об этом, размышляем и понимаем, что Институт развития образования не только готов, но сегодня мы заявляем о том, что начиная с сентября мы будем предлагать всем нашим методическим службам новый проект «Онлайн-школа для специалистов муниципальных органов управления образования нашей республики». Уважаемые коллеги, мы уже получаем согласие федеральных экспертов, поэтому я очень прошу в наш адрес, на электронный адрес Анжелики Васильевны направить ту проблематику, те задачи, которые нам необходимо рассмотреть в рамках нашей онлайн-школы. Коллеги, у нас будет второй вопрос о результатах мониторинга, и мы понимаем, что есть проблемы, и мы должны честно в этом признаться, что есть дефициты, но самое главное, что мы готовы их нивелировать, и мы должны правильно выстроить работу и с дефицитами, и с профессиональными потребностями. Итак, уважаемые коллеги, наша с вами задача понять, что мы работаем в едином профессиональном пространстве, сохраняя, конечно, традиции нашей республиканской системы образования и понимая, что новые задачи в рамках проекта «Учитель будущего» и других проектов, которые направлены на повышение качества образования, нами реализуются сейчас в активной фазе. И самое главное, конечно, что все зависит именно от нас. От нас, как от педагогов, как от методистов, как от управленцев, потому что именно наша личная готовность и готовность к совершенствованию своих компетенций, она позволит нам выйти на новый уровень управления системой образования в нашей республике и профессионального развития педагогов. Спасибо, уважаемые коллеги, за внимание. Если будут вопросы, я буду готова на них ответить, а мы будем продолжать. Спасибо, коллеги. Успехов. Спасибо, Галина Владимировна. Уважаемые коллеги, но прежде чем начать смотреть итоги мониторинга, я бы хотела поблагодарить вас за то, что вы приняли участие в данном мониторинге. Когда я с вами общалась, было некое волнение с вашей стороны. Я хочу вас уверить, что вся эта работа проводилась для того, чтобы выявить ваши проблемы и организовать помощь методическую, консультативную в будущем. Итак, да, я еще забыла сказать, что по итогам мониторинга выпущен сборник, он более такой полный, вы его обязательно получите, вы увидите его на сайте Института развития образования. Я прошу вас обязательно воспользоваться и посмотреть анализ по своим методическим службам, ну и посмотреть, как работают другие муниципальные районы.
Коми Республиканский институт развития образования в целях реализации плана мероприятий по кадровому обеспечению отрасли образования в Республике Коми, утвержденному распоряжением правительства Республики Коми от 24 октября 2017 года номер 478-Р, разработал и организовал проведение мониторинга деятельности муниципальных методических служб Республики Коми с 25 февраля по 10 марта 2020 года. Цель мониторинга – получение объективной и достоверной информации об эффективности деятельности муниципальных методических служб. Мониторинг состоял из нескольких разделов. Это информация об участниках мониторинга, образовательный ценз, повышение квалификации, стажи работы в образовательной организации, в методической службе, должностные обязанности и направления деятельности, а также анализ годовых планов и отчетов методической работы. В мониторинге приняло участие 18 муниципальных образований Республики Коми: Сыктывкар, Ухта, Воркута, Печора, Сосногорск, Усинск, Инта, Ударский, Усть-Вымский, Усть-Куломский, Карткеросский, Сысольский, Кнешпогосский, Усть-Цилимский, Троицко-Печорский, Сыктывдинский, Ижемский, Прилузский и Кайгородские районы. К сожалению, не приняли участие в мониторинге муниципальные районы Сысольский и Вухтыл. В настоящее время в Республике Коми на муниципальном уровне представлено несколько моделей и организационных форм функционирования методических служб. Итак, функционирует 4 муниципальных учреждения, обеспечивающих методическое сопровождение педагогов. Это городское учреждение народного образования город Инта, Центр развития образования Сыктывкар, Воркутинский дом учителя и информационно-методический центр город Ухта. В 6 муниципалитетах — в Сыктывдинском, Усть-Куломском, Прилузском, Троицко-Печорском, Карткеросском, Ударском — созданы структурные подразделения в муниципальных органах управления образования в форме районных методических кабинетов, информационно-методических кабинетов и центров. В 14 муниципалитетах — это Инта, Усинск, Вухтыл, Сысольский, Усть-Вымский, Кайгородский, Сосногорск, Ижемский, Кнешпогосский, Печора, Сыктывкар, Воркута, Усть-Цилимский — методические функции включены в должностные обязанности специалистов муниципальных органов управления образованием. То есть это отделы дошкольного и общего образования. Методическую работу в муниципальных образованиях по результатам представленной информации от управлений образованием и данных официальных сайтов выполняют 75 методистов, 48 специалистов, 13 экспертов и 15 инспекторов. В мониторинге приняли участие 112 методистов, специалистов, экспертов и инспекторов. Самое большое количество методистов и специалистов приняли участие в городе Ухта, это 16 участников, в Сыктывкаре и Сосногорске по 10 участников. Далее рейтинг продолжили Сыктывдинский район — 9 участников, Печора, Усинск, Инта, Усть-Куломский район — 8 участников, Кнешпогосский, Ижемский, Усть-Вымский районы — по 6 участников, Троицко-Печорский район — 5 участников, Ударский, Усть-Цилимский районы — по 3 участника. Наименьшее количество участников мониторинга в Карткеросском, Кайгородском и Прилузском районах — по 1 участнику. Следующий. По результатам мониторинга среди методистов и специалистов муниципальных методических служб 97 человек, а это более 86%, имеют педагогическое образование. 2 человека, это около 2%, не указали профиль образования. И 13 человек, это более 11%, не имеют педагогического образования, а имеют образование по следующим специальностям: бухгалтер, социальный работник, инженер, менеджер социально-культурной деятельности, специалист по связям с общественностью, политолог, делопроизводитель, архивный работник. Среди методистов и специалистов муниципальных методических служб больше всего учителей начальных классов. Это 24 человека, более 21%. Учителей химии, географии, биологии — 11 человек, это 9,8%.
Учителей русского языка, русской литературы, коми-языка и коми-литературы 11 человек. Учителей физики и математики 10 человек. Педагогов-психологов дошкольной образовательной организации 10 человек. Учителей истории обществознания 6 человек. Учителей физической культуры, иностранного языка по 4 человека. Учителей информатики 3 человека. Логопеды 2 человека, воспитатели дошкольного образования, тифлопедагоги, тренеры, преподаватели, дефектологи, психологи по 1 человеку. Но также 4 человека не указали свою специальность. Среди методистов и специалистов муниципальных методических служб не имеют опыта работы в образовательной организации 18 человек. Это 16% от всех опрошенных. 12 человек, это 10,7% опрошенных, имеют опыт работы от 1 до 3 лет. То есть мы видим, что 30 человек, а это 26,7%, являются молодыми специалистами, ну и практически не имеют опыта в образовательной организации. Опыт работы от 4 до 10 лет имеют 19 человек, от 11 до 20 лет 32 человека и от 21 до 30 лет имеют 31 человек. По результатам мониторинга 63 человека, это 53,8%, курсы повышения квалификации не проходили никогда, как методисты. 47,7%, это 37 человек, проходили курсовую подготовку в период с 2013 по 2018 годы. В рамках мониторинга деятельности муниципальных методических служб Республики Коми также были изучены и годовые планы и отчеты муниципальных методических служб. Надо отметить, что все муниципальные методические службы строят свою работу в целях содействия повышению качества образования, профессиональному развитию педагогических работников. Координация методической работы на муниципальном уровне осуществляется через муниципальные методические советы, методические объединения педагогов. Однако надо отметить, что полномочия муниципальных методических объединений не всегда обеспечивают реализацию всех направлений методической работы и зону ответственности в решении методических задач. К основным направлениям деятельности муниципальных методических служб Республики Коми, независимо от формы ее организации, относятся мониторинг профессиональных информационных потребностей работников системы образования, анализ и оценка эффективности деятельности муниципальных методических объединений и служб, анализ результатов повышения квалификации, выявление и распространение лучших педагогических и управленческих практик муниципальных образовательных организаций. Это организация и проведение муниципальных методических мероприятий, участие педагогов в муниципальных образовательных, муниципальных и других республиканских, всероссийских методических мероприятиях, организация и проведение муниципальных олимпиад, конкурсных мероприятий, спортивные направления, ну и также консультирование родителей. Хотелось бы отметить, что по результатам анализа планов и отчетов очень хорошо представили свою информацию, она и размещена на сайтах, я посмотрела все сайты, это Ухта, Воркута и Сыктывкар. Спасибо вам за работу. Ну и какие выводы и какие проблемы мы выявили? Ну, наверное, вы все о них знаете. Первое — это низкая квалификация методистов и отсутствие системы их переподготовки, несвоевременное повышение квалификации, неопределенность статуса и социальная незащищенность ее работников. В структуре муниципальной системы образования методическая служба находится в подчинении органа управления образования. И в данной ситуации большинство органов управления образования часть управленческих и организационных функций возлагает на методические службы. Также проблема — это то, что функции муниципальной службы возложены на 1-2 человек, то есть 2 методиста или 20 специалиста курируют целый район. И тут, конечно же, больше выполняют организаторские функции. Значит,
Полномочия муниципальных методических объединений не всегда обеспечивают реализацию всех направлений методической работы, то есть включение в должностные обязанности специалистов муниципальных органов управления образования функций методистов не обеспечивают в полном объеме решение задач модернизации образования и используются незначительно. Ну и, конечно же, мы с вами увидели, что нужно проходить, конечно же, переподготовку, что будет организовано в будущем. Ну и сложившаяся в республике система организации методической работы требует организационной и содержательной модернизации через реализацию следующих задач. Формирование новой модели организации методической службы системы образования Республики Коми, функционально объединяющие все структуры, осуществляющие методическое сопровождение и обеспечивающие единую систему управления. Актуализация нормативно-правового обеспечения деятельности методической службы на всех уровнях. Разработка системы оценки эффективности методической службы всех уровней. И на уровне региона и муниципальных образований необходима разработка муниципальных программ развития методической службы. Также создание на базе государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Коми Республиканский институт развития образования Центра координации деятельности методической службы с функциями научно-методического сопровождения и координации методической работы методических служб, повышение квалификации работников муниципальной методической службы, консультативной поддержки муниципальным органам управления образования, в которых отсутствуют специальные подразделения, функциями координации методической службы, в том числе через функционирование онлайн-школы методистов, о чем уже вам говорила Галина Владимировна. Создание региональной многоуровневой сетевой модели методической службы как службы развития. Проектирование и реализация региональных и муниципальных программ повышения качества образования с привлечением всех имеющихся ресурсов. Активизация работы методических объединений, использование их потенциала для методического сопровождения учителей. И тут я хочу вас призвать принимать участие в заседаниях, вебинарах республиканских методических объединений. Они сейчас все заседания проходят в форме вебинара. То есть любой специалист управления образования, любой учитель по своему предмету может включиться в работу заседания республиканского методического объединения. Все учителя, которые принимают участие в данных заседаниях, говорят о том, что они являются очень продуктивными, потому что перед вами выступают учителя-наставники, учителя, которые работают в лицеях, учителя, которые имеют высокие результаты своих выпускников по итогам государственной итоговой аттестации и могут обеспечить вам и организовать реальную методическую помощь. Поэтому я вас приглашаю вступать в республиканские методические объединения. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, мы очень надеемся, что результаты мониторинга они будут вами рассмотрены. Я хочу сказать от себя лично, для нас тоже они стали очень важными с точки зрения осознания и понимания, какие задачи стоят перед Институтом развития образования. Я очень рада, что сегодня мы с вами говорим о развитии. И, конечно же, с точки зрения всех форм профессионального развития, сегодня Коми Республиканский институт развития образования готов к применению и новых практик сопровождения, новых форм. И самое главное, что сегодня на уровне Российской Федерации поддерживаются все наши инициативы. И действительно, вот именно эта иерархия, о которой я говорила, она сегодня позволяет нам работать на единую нашу цель – повышение качества образования. Те пункты, которые сейчас вы видите на слайде, для нас они станут основанием для построения нашей работы вместе с вами. Начиная уже, наверное, с конца августа, мы бы хотели провести круглый стол, мы будем надеяться в очном режиме в конце августа, либо в начале сентября,
Но несмотря на изменение сегодня формы работы, что мы работаем в онлайне, я очень надеюсь, коллеги, что все те предложения, которые в ваш адрес сегодня будут звучать, они будут отмечены и рассмотрены как основание для построения планов работы на следующий учебный год. Мы с ней понимаем, что мы должны быть действительно на службе у наших педагогов, у наших обучающихся, у наших родителей. Поэтому сегодня мы говорим действительно и о новых формах работы, и о том, что именно постоянная поддержка не только друг друга, но через различные формы наставничества, тьюторства, она позволяет достичь более высоких результатов. Спасибо, коллеги, спасибо, Анжелика Васильевна. И мы начинаем теперь работать с нашими профессиональными партнерами. Я очень рада, что сегодня вместе с нами Елена Владимировна. Она подключается к нам сейчас и будет представлять новые подходы к организации методической работы в системе образования, муниципального образования, городской округ Усинск. Елена Владимировна, вам слово. Коллеги, Елена Владимировна будет подключать... Усинск. Елена Владимировна... У нас сейчас Воркута. Воркута. Прошу прощения, Елена Владимировна еще подключается. Тогда к нам подключается Ольга Александровна. Ольга Александровна, Воркутинский дом учителей. Вы готовы подключиться? Да, мы готовы подключиться. Да, очень рады. Ольга Александровна, добрый день. Вас мы слышим, слышит Республика Коми. Я передаю вам слово. Пожалуйста. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые участники семинара. Прежде всего я хочу высказать слова благодарности Коми Республиканскому институту развития образования за, во-первых, методическое сопровождение, которое осуществляется в этот непростой период. А также хочу сказать спасибо за сегодняшний разговор, такой серьезный и важный разговор о развитии методических служб. Приступая к теме своего выступления, я хочу сказать о том, что разделила свое выступление на два вопроса. Во-первых, это вопрос о ресурсах, и далее это вопрос о механизмах обновления методического сопровождения педагогов муниципальной системы образования. Итак, если говорить о ресурсах, необходимо прежде всего обратить внимание на, извините, презентация. Помогите мне с презентацией. Все, спасибо. Хочу обратить ваше внимание на структуру муниципальной методической службы. Она включает методические объединения, инновационные площадки республиканского и муниципального уровней, временные творческие группы педагогов, школу молодого педагога и школу директора, также ассоциацию победителей по НПО, сетевые методические объединения, городской методический совет. Все эти объединения созданы по сетевому принципу. Именно они являются основными ресурсами, обеспечивающими развитие и обновление методического сопровождения педагогов нашего города. И вот почему. Единый подход к организации муниципальных методических объединений позволяет вовлечь в методическую работу всех педагогов. В муниципалитете создано 16 объединений учителей-предметников и учителей начальных классов. Работают методические объединения педагогов-библиотекарей, педагогов-психологов, социальных педагогов, классных руководителей, специалистов по робототехнике. Также работает 3 объединения педагогов дополнительного образования и 13 объединений педагогов дошкольного образования. Таким образом, создан мощный ресурс для включения всех педагогических работников в решение насущных задач, которые связаны с развитием педагогического мастерства путем горизонтального обучения, путем обмена опытом, общественной презентации достижений, участия в конкурсном движении, организации проведения муниципальных мероприятий, экспертизы конкурсных и проектных материалов, разработки и экспертизы программ и методических продуктов, а также выработки общих подходов к пониманию тех процессов, которые происходят в современном образовании. Таким образом, роль муниципальных методических объединений в организации методической работы мы рассматриваем как ключевую.
В русле муниципальных методических объединений создаются временные творческие группы. И они существуют для разработки и реализации инновационных проектов, программ реализации в ГОС, цифровизации образовательной среды, выявления поддержки талантливых и одаренных детей, а также развития инклюзивного образования. На базе детских садов, школ и гимназий города функционирует 55 инновационных площадок. Опыт, полученный в рамках их деятельности через муниципальные методические мероприятия, такие как семинары, тренинги, становится общим достоянием, и это обеспечивает инновационное развитие всей воркутинской системы образования. Также хочется сказать о школе молодого педагога. Она у нас функционирует с 2010 года. За время ее существования там обучилось около 200 выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений. Обучают молодых специалистов педагоги высшей категории, победители конкурсов. Таким образом обеспечивается преемственность традиций в муниципальной системе образования. Кроме того, молодые педагоги привлекаются к работе в муниципальных методических объединениях. Они участвуют в профессиональных конкурсах. Для них созданы стажировочные площадки и реализуются программы наставничества. Таким образом, структурные элементы муниципальной методической службы связаны между собой идеей коллективного участия, что превращает городские методические объединения в важнейшее звено системы. А сетевой принцип организации и единство подходов обеспечивает включение всех педагогов в методическую работу. Это и есть важнейший ресурс, обеспечивающий развитие и обновление методического сопровождения в нашем муниципальном образовании. Для того, чтобы ответить на вопрос о механизмах обновления методического сопровождения, я хочу обратить ваше внимание на данный слайд. Деятельность всех структурных элементов муниципальной методической службы подчинена единой цели, которая сформулирована у нас как единая методическая тема. В течение нескольких лет мы работаем над темой обновления содержания и технологий образования как фактор достижения новых образовательных результатов. Актуальность данной темы в том, что она показывает пути достижения новых образовательных результатов через обновление содержания и через обновление технологий. Комплекс методических мероприятий, объединенных в план реализации методической темы, является, по нашему мнению, действенным механизмом обновления методического сопровождения. Я представлю на следующем слайде структуру данного плана. План состоит из трех разделов. Организационное обеспечение реализации единой методической темы включает мероприятия по разработке планов деятельности структурных подразделений методической службы, организацию взаимодействия с республиканскими методическими объединениями, информационно-консультационное сопровождение проведения мероприятий. Методическое обеспечение реализации – это основная и главная часть нашего плана. Это важные методические события, в ходе которых непосредственно происходят те количественные и качественные изменения, которые обеспечивают развитие системы в целом. Я остановлюсь на одном из них – это форум педагогического актива «Надежной школе надежного учителя». В муниципалитете прошло уже 3 форума. Форум 2019 года был посвящен вопросам развития муниципальной системы образования в условиях реализации национального проекта образования. Более 800 педагогов на предметных площадках форума обсуждали вопросы цифровизации образования, развития внутренней системы оценки качества образования, развития психологической компетентности педагогов и многие другие актуальные вопросы. Форум позволяет мобилизовать систему, определить актуальные ориентиры развития. А подготовка работы предметных площадок форума обеспечивается на установочном семинаре для руководителей городских методических объединений. Эти руководители формируют временные творческие группы и вместе с методистами Дома учителя ведут подготовку теоретической части работы площадки. Также среди мероприятий плана мы видим семинары-практикумы, вебинары, тематические заседания городских методических объединений, работу временных творческих групп, курсовую подготовку, единые методические дни, а также информационно-методические мероприятия, которые посвящены проектированию рабочих программ. И завершающим пунктом нашего плана является обобщение и систематизация опыта работы. Проходит
это в форме педагогических чтений на тему обновления содержания и технологий образования, проблемы и перспективы. Через свои публикации педагоги обобщают работу по реализации единой методической темы. В 2019 году на чтение было заявлено 42 публикации педагогов общего и дополнительного образования и 58 публикаций педагогов дошкольного образования. В этом году также прошли педагогические чтения. Педагоги общего и дополнительного образования представили 51 публикацию. Педагоги дошкольного образования представили 68 публикаций. По итогам чтений работы отправляются в периодические издания. Так, наши педагоги публиковали свои статьи в журналах «Методист», «Мастер-класс», «Духовно-нравственное воспитание», «Управление качеством образования». Такая работа, безусловно, будет продолжена. Во многом традиционные формы мероприятий плана по реализации единой методической темы являются надежным и проверенным механизмом обновления методического сопровождения, потому что они наполняются новым содержанием и реализуются с помощью новых инструментов, которые создает нам цифровая среда. Такие изменения связаны также с реализацией региональных проектов приоритетного национального проекта образования. Региональные проекты мы рассматриваем как один из важнейших механизмов обновления методического сопровождения педагогов. Я предлагаю вам рассмотреть некоторые результаты деятельности муниципальной методической службы через призму реализации региональных проектов. Мероприятия в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» направлены на формирование и развитие цифровых компетенций педагогов. Педагоги обучались на вебинарах. В течение 2019 года организован просмотр 110 вебинаров, в которых приняло участие 1078 человек. На курсах повышения квалификации по развитию цифровых компетенций. Там обучилось от 15 до 45% работников разных школ. На муниципальных семинарах по вопросам обеспечение единых условий деятельности школ, пилотных площадок по развитию цифровой образовательной среды, по внедрению современной оценки достижений учащихся. На заседаниях ГМО, где обобщался опыт использования образовательных платформ и организации дистанционного обучения. Последние заседания ГМО прошли точно так же дистанционно с помощью различных платформ. В 100% образовательных организаций прошел единый методический день на тему использования цифровых технологий в образовательном процессе. Получен важный практический результат. Разработаны методические продукты с использованием цифровых технологий. Это конспекты уроки, дидактические материалы, методические рекомендации. Данные продукты вы можете увидеть на сайтах образовательных организаций в разделах «Методический кабинет» или «Методическая копилка». Особо хочется сказать о деятельности Республиканского ресурсного центра на базе школы номер 40 и Республиканской опорной школы по развитию цифровой образовательной среды на базе школы номер 23. Они объединили свои усилия и при участии методистов Дома учителя провели ряд сетевых мероприятий. Дело началось с мониторинга «Цифровая грамотность и готовность всех участников образовательных отношений к внедрению цифровых технологий». Результаты этого мониторинга и определили темы дальнейших мероприятий. Так, муниципальный вебинар «Цифровое образование как важная составляющая профессиональной подготовки современных педагогов» посетили 100% образовательных организаций города. Были рассмотрены вопросы о развитии ИКТ-компетентности обучающихся, об использовании цифровых образовательных ресурсов на уроках, о готовности родителей оказывать поддержку образованию ребенка в цифровой среде. Мы знаем, что это действительно проблема. Также муниципальный вебинар «Веб-ликбез» очень популярен у наших педагогов, потому что он посвящен внедрению цифровых инструментов в работу учителя. Учителя познакомились с возможностями платформы Zoom, системы дистанционного обучения Мирополис. Данная работа будет продолжена осенью. Еще одним результатом такого сотрудничества стал созданный муниципальный виртуальный методический кабинет «Цифровая образовательная среда». Прошу обратиться к следующему слайду. Данный кабинет позволяет нам осуществлять информационно-методическое сопровождение педагогов в вопросах цифровизации, формировать банк данных по вопросам организации цифрового образования, транслировать лучшие практики цифровой школы. Разделы методического кабинета, которые представлены на следующем слайде,
позволяют разместить достаточно большой объем материала. Наш кабинет создан по приказу 25 марта этого года, но уже за это короткое время мы разместили достаточно большой объем методической продукции, литературы, а также цифровых ресурсов. Это более 300 методических разработок, это несколько десятков записей методических мероприятий федерального, регионального и муниципального уровня. Познакомиться с ресурсами нашего кабинета виртуального вы можете через сайт Воркутинского дома учителя, на котором размещена кнопка нашего виртуального методического кабинета. Если говорить о мероприятиях в рамках проекта «Современная школа», то они направлены на повышение профессиональной компетентности учителей в вопросах обновления содержания образования. Хочу остановиться на таких мероприятиях, которые проходят в рамках тематических заседаний сетевого методического объединения. Посвящены они подготовке образовательных организаций к введению в ГОС среднего общего образования. На них рассмотрены вопросы проектирования основной образовательной программы среднего общего образования, рабочих программ учебных предметов и курсов, рассмотрены вопросы организации обучения по индивидуальным учебным планам, организации внеурочной деятельности, подготовки к проведению городского чемпионата компетенций, о котором я скажу дальше. Если говорить о мероприятиях в рамках проекта «Учитель будущего», то они, безусловно, направлены на всестороннее развитие и реализацию профессионального потенциала педагогов. Непрерывное и планомерное повышение квалификации педагогических работников в муниципальной системе выстраивается по принципу корпоративного обучения. Такой принцип требует организовать это обучение с учетом объективных потребностей учебного процесса конкретной школы. И связаны эти процессы с системными изменениями, с конкуренцией между образовательными организациями, а также с социальным заказом. В 2019 году курсы повышения квалификации прошли 686 педагогов. Это 54% от общего педагогического состава. Необходимо сказать о том, что в течение последних 3 лет каждый второй педагог обучается на курсах ежегодно. Особую роль в становлении непрерывного образования играет дистанционное обучение, которым в 2019 году было охвачено 65% педагогов. Установлены надежные партнерские отношения с Коми-республиканским институтом развития образования, с Сыктывкарским государственным университетом, Коми-республиканской академией государственной службы, Петербургской академией просвещения, Академией повышения квалификации города Москвы, образовательным центром «Каменный город», Челябинским институтом переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров. Также педагоги активно используют платформы. Среди них хочется сказать о платформе «Единый урок РФ» и «Единая система электронного обучения Республики Коми». С целью развития горизонтального обучения в муниципалитете проводятся единые методические дни и единые дни погружения. Кроме упомянутого ранее единого методического дня, в 2019 году было проведено еще 3 таких мероприятия. Они направлены были на внедрение в практику формирующего оценивания. В них приняли участие 493 педагога, что составляет 89% от общей численности педагогических работников. Также педагоги участвуют в профессиональных ассоциациях, обмениваются лучшими практиками. Кроме названных ранее городских метод объединений, временных творческих групп, муниципального форума «Надежной школе надежного учителя», наши педагоги работают в собраниях республиканских методических объединений. Там зарегистрированы мы во всех 100% РМО. В проектах, реализуемых Коми-республиканским институтом образования. На конференции «Образование 21 века. Инновации преобразования и развития» представили свой опыт 9 педагогов. Представлен опыт работы на 2-й международный методический семинар «Эффективный учитель для эффективной школы». На образовательный форум Республики Коми «Образование, государство, общество» очно и заочно представили свои материалы 23 педагога. Также 3 представителя системы образования города участвовали в работе Всероссийской конференции управления на основе данных и создания цифровой образовательной среды в городе Томске. Необходимо сказать о участии в работе Ассоциации руководителей образовательных организаций, которая проводит конференции и семинары, и наши руководители являются ее активными участниками.
Также в муниципальной методической службе создана эффективная система методического сопровождения участников профессиональных конкурсов всех уровней. От создания временных творческих групп по подготовке конкурсантов до создания экспертных групп по оценке конкурсных материалов. Также наши конкурсанты вовлекаются в муниципальные методические мероприятия, развивается их публицистическая активность. В конкурсном движении участвуют 50 и более процентов педагогов общего дополнительного образования. Необходимо сказать о том, что итогом такого участия стали дипломы победителей, призеров и лауреатов конкурсов: «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог-психолог России», «Первые шаги», «Лучшая инклюзивная школа», «Лучший детский сад», «Учитель здоровья», «Сердце отдаю детям», «Пси-перспектива», «Лучшая школьная библиотека Республики Коми». Дважды одержана победа в грантовом конкурсе для участников мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения. И еще один проект, о котором, безусловно, хочется сказать и поделиться своим опытом, это проект «Успех каждого ребенка». Я сейчас расскажу о чемпионате компетенций Junior Skills Воркута, который проводится среди учащихся пилотных 9 классов. Участниками чемпионата в рамках 3-го городского общественного смотра достижений учащихся 9 классов стали 139 команд в составе 400 учащихся из 8 общеобразовательных организаций, которые реализуют в ГОС основного общего образования в пилотном режиме. Чемпионат проводился по 13 компетенциям. Назову только некоторые. Прототипирование, мультимедийная журналистика, перевод с английского, обработка материала на станках, технология моды, ландшафтный дизайн, ресторанное дело и другие. В организации проведения чемпионата приняли участие 13 главных экспертов. Это, как правило, руководители городских методических объединений. 37 экспертов по компетенциям. Это учителя-предметники, учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования. 18 экспертов по коммуникативным компетенциям. Это педагоги-психологи образовательных организаций. Кейсы задания по всем компетенциям разработаны временными творческими группами, в составе которых учителя. Работа дает возможность показать учащимся свои личностные, метапредметные и предметные результаты. А аналогичное мероприятие у нас проводится и для учащихся пилотных 11 классов. Называется такое мероприятие Future Skills Воркута. Эти чемпионаты без преувеличения являются важными образовательными событиями. Прообраз этих чемпионатов – аналогичные национальные чемпионаты. Данный проект запущен по инициативе методистов Дома учителя и реализуется в сотрудничестве с образовательными организациями под руководством Управления образования. Чемпионаты являются площадками для профессиональной пробы учащихся, а для педагогов это опыт проектирования, оценки и анализа достижения планируемых образовательных результатов. И еще одно направление необходимо осветить в рамках этого проекта – это методическое сопровождение Всероссийской олимпиады школьников. Разработано положение олимпиады, организуется работа предметных комиссий, обеспечивается общественное наблюдение, проводится анализ результатов и подготовка отчетности, формируются команды участников на региональный этап олимпиады. Результатом является массовость школьного этапа. В 2019 году участвовало 4000 учащихся. В муниципальном этапе участвовало 1709 учащихся. Олимпиада проводится по 21 предмету. Таким образом, создан механизм отбора одаренных детей, для которых Олимпиада становится социальным лифтом к вершинам научной и творческой деятельности. Заканчивая свой доклад, я хочу обратить внимание, что ресурсы обновления методического сопровождения представлены в структуре муниципальной методической службы и организованы на основе сетевого взаимодействия. Механизмы представлены планом реализации методической темы и, конечно же, региональными проектами. В целом, используемые ресурсы и механизмы обновления методического сопровождения позволяют нам обеспечить количественное участие педагогов в методических мероприятиях, дифференциацию оказания методических услуг, качество разрабатываемых методических продуктов, управленческую мобильность в организации методической работы, а также поступательное развитие муниципальной системы образования. Таким образом, создаются предпосылки для профессионального роста педагогов, которые, безусловно, являются главным ресурсом
образовательной системы. И это особенно важно в современных условиях, ведь единственное конкурентное преимущество в 21 веке – это способность учиться быстрее других. И, конечно же, хочется сказать, что в свете тех решений, которые были приняты касательно развития методической службы, радостно понимать, что воркутинская система идет в правильном направлении. Большое спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо, Ольга Александровна. Мы понимаем, что мы уже функционируем в едином профессиональном пространстве. Мы благодарны за столь качественное выступление и понимаем, что ваша практика, она, конечно, должна сегодня рассматриваться как одна из лучших практик не только на уровне республики, на уровне Российской Федерации. И я очень надеюсь, что вы будете принимать участие в онлайн-школе. У нас для вас будут некоторые предложения. Я очень надеюсь, что ваше профессиональное сообщество их примет, и мы сработаем вместе на благо педагогов Республики Коми. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, к нам присоединяется Елена Владимировна Усинская. Ольга Александровна, спасибо. К нам присоединяется Елена Владимировна. Елена Владимировна, вы вместе с нами? Да, здравствуйте. Елена Владимировна. Здравствуйте, Елена Владимировна. Здравствуйте. Мы рады, что вы подключились. Елена Владимировна, мы передаем слово Усинску. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Огромное спасибо Коми, Республиканскому институту развития и образования, вам, Галина Владимировна, вам, Анжелика Васильевна, за организацию проведения такого нужного, такого актуального семинара, который позволяет перенять опыт нам, коллег из других муниципалитетов. Ну и в свою очередь нам бы хотелось представить свой опыт методического сопровождения наших усинских педагогов. Мы подготовили небольшой видеоформат в условиях такого удаленного доступа, поэтому не буду занимать больше время и, наверное, сейчас включится наша видеозапись. Добрый день, уважаемые педагоги. Позвольте вашему вниманию представить новые, прежде всего для нас, новые подходы в организации методической работы в системе образования, муниципального образования городского округа Усинск. Но и со всеми школами муниципалитета, проводя обучающие семинары и представляя коллегам опыт работы по реализации основной образовательной программы среднего в условиях новых стандартов. Сетевое сообщество проекта «Эффективная школа». В рамках реализации республиканского проекта «Эффективная школа», направленного на повышение качества образования, школы номер 4 с углубленным изучением отдельных предметов, школой лидером, разработана тьюторская программа сопровождения школ-участников проекта, в рамках которой проводятся открытые мероприятия, стажировки по предметам, онлайн-консультации для городских и сельских школ. Молодого педагога направлена на методическое сопровождение молодых педагогов на муниципальном уровне и функционирует на базе опорно-методической площадки начальной школы номер 7. К проведению мероприятий привлекаются опытные педагоги, а возглавляет работу площадки Солдаткина Ирина Константиновна, победитель республиканского конкурса «Наставник года», и Бухтиярова
Наталья Евгеньевна, победитель федерального конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. Муниципальные опорно-методические площадки, созданные на базе 7 детских садов, являются местом диссеминации передового педагогического опыта образовательной организации и предоставляют возможность педагогам дошкольных образовательных организаций представить себя на муниципальном уровне. Учители общеобразовательных организаций имеют возможность представить свой опыт работы в рамках городских предметных недель. Это тоже одно из нововведений этого учебного года. Разработан и утвержден календарь городских предметных недель, в ходе которых педагоги проводят открытые занятия, уроки, дают мастер-классы. На сегодняшний день в рамках предметных недель начальных классов, математики, информатики, технологии, иностранного языка, географии, химии, русского языка и литературы, предметов этнокультурной направленности было проведено 89 открытых мероприятий. Особое внимание мы уделяли и уделяем взаимодействию с республиканскими методическими объединениями. В 2017 году был издан приказ об организации участия педагогических работников в деятельности республиканских методических объединений. Педагоги прошли регистрацию на портале «Открытое образование Республики Коми», и на заседаниях РМО мы приглашаем педагогов в управление образования, где организована точка подключения. Но наши педагоги хотели бы быть не только слушателями, но и активными участниками заседаний, представить свой опыт работы в рамках деятельности РМО. Наш муниципалитет является отдаленным, и приехать на заседание не всегда представляется возможным. В адрес Коми Республиканского института развития образования нами были направлены приглашения по представлению опыта работы наших педагогов посредством видеозаписи, письменно или скайп-технологии. Совместно со специалистами Центра развития общего образования, социализации и воспитания личности КРИРО мы разработали алгоритм действий. В адрес педагогов, пожелавших представить свой опыт, направили методические рекомендации по оформлению методических разработок. Наибольшую активность проявили дополнительного образования был направлен в адрес КРИРО для представления его в рамках заседаний и затем размещен на портале «Открытое образование Республики Коми». К сожалению, мы смогли представить опыт только 3 педагогов, хотя предложений было значительно больше. Чаще всего упор в работе РМО делается на опыт педагогов, которые находятся в территориальной доступности. В следующем учебном году и думаем, что наша инициатива будет поддержана коллегами и из других муниципалитетов. Уважаемые педагоги, позвольте вашему вниманию представить новые, прежде всего для нас, новые. Спасибо за внимание. Это то, что хотели мы сказать. Конечно, пандемия внесла свои коррективы в наше расписание, в наш режим работы. И какие-то мероприятия, которые были запланированы на конец учебного года, были отменены, перенесены. Поэтому запланированный календарь, конечно, не был осуществлен. Поэтому мы, конечно, проанализировали вносим коррективы на следующий учебный год. Надеюсь, у нас задуманное получится. Спасибо большое, Елена Владимировна, за вашу работу, за то сотрудничество, которое мы осуществляем, потому что практически во всех мероприятиях, которые я организую, педагоги Усинска участвуют очень активно. Благодарю за работу. Спасибо. Спасибо. Ну и следующий мы даем слово Печоре. Я даю слово методисту отдела по информационно-методической работе Сатула Ирине Александровне. Пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. Для начала я хочу сказать, что сегодня мы встречаемся с вами накануне светлого праздника, 12 июня, Дня России. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей. Я хочу поздравить всех и пожелать успехов во всех начинаниях, веры в собственные силы, мира и добра всем вам и вашим близким. Ну и перейдем непосредственно к выступлению. Начать хочу с притчи. В болоте Северной Персии тонул человек. Он весь погрузился в трясину, и только голова одна выглядывала.
Он кричал во все, очень громко кричал, звал на помощь. Собралась толпа вокруг. Один смельчак вызвался и говорил ему: протяни мне руку, я вытащу тебя из болота. Но тонущий только взывал о помощи и ничего не делал дальше, больше ничего не делал для того, чтобы ему помочь. Тогда из толпы вышел еще один человек и сказал: ты же видишь, он никак не может дать тебе руку, протяни ему свою, тогда сможешь его спасти. Подобно мудрому человеку из притчи, методическая служба призвана протягивать руку помощи педагогическим работникам, которые порой не просто не хотят, а отталкивают и не принимают эту помощь. Методическая служба – это один из уровней государственной системы повышения квалификации работников образования, которая связывает деятельность педагога с государственной системой образования. Также это организационная структура в системе образования района, реализующая функции методической поддержки педагогических работников в целях обеспечения качества образования. Также это подсистема обеспечения и сопровождения образовательного процесса, работы педагога, инновационной, опытной экспериментальной деятельности в целях продуктивного развития системы образования. Деятельность отдела по информационно-методической работе реализуется через единую методическую тему. Методическое сопровождение – важнейшее звено системы непрерывного образования педагогического коллектива муниципального района Печоры. Целью нашей работы является создание условий для развития педагогического потенциала и повышения уровня профессиональной компетентности педагогического коллектива для успешной реализации и внедрения в ВОС, для повышения качества образования, социального партнерства школы и семьи, для развития творческого взаимодействия всех субъектов образовательного процесса. Для достижения цели решались задачи по оказанию организационной, информационной, кадровой, учебно-методической поддержки всем участникам образовательного процесса, функционирования и развития образовательных достижений, образовательных учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования детей. Таким образом, в работе ОМР делается акцент на выполнении поддерживающей и направляющей роли в функционировании и развитии системы образования. Исходя из этого, основными направлениями деятельности методической службы являлись информационно-аналитическая, организационно-методическая, консультационная. Одной из основных задач является совершенствование профессионального мастерства педагогов с целью повышения качества воспитания, обучения и развития детей. 321 педагогический работник в прошедшем году прошел курсы повышения квалификации в очной и заочной форме. Для решения поставленной задачи созданы городские методические объединения учителей-предметников и педагогов дошкольного образования. За год проведено 150 заседаний ГМО, около 50 из них были посвящены теме реализации ВОС. Для обобщения и трансляции опыта проводятся муниципальные конкурсы педагогического мастерства, в которых приняли участие 89 человек. Также педагоги принимают участие в мероприятиях различного уровня. Следующая задача – организационно-методическое сопровождение ведения и реализации ВОС дошкольного, начального, основного и среднего образования, а также ВОС для детей с ОВЗ. Для реализации этой задачи проведено 7 семинаров, консультаций, разработан пакет документов по внедрению в ВОС среднего общего образования. Школам предоставлены образцы учебных планов, основной образовательной программы, рабочие учебные программы по предметам, в том числе по новым естествознанию, родному языку. Оказана методическая помощь по составлению программ по изучению предметов на углубленном уровне для организации профильного и предпрофильного обучения. По организации и сопровождению обучения детей с ОВЗ организовано 512 консультаций с родителями, законными представителями, 209 бесед со специалистами образовательных организаций по вопросам психолого-педагогического развития и сопровождения детей. В рамках решения задачи по развитию системы поддержки талантливых детей на муниципальном уровне была разработана программа «Одаренные дети». Для педагогов школ проведены семинары по сопровождению детей с высокими образовательными потребностями. По итогам года более 30% учащихся 5-11 классов стали победителями и призерами мероприятий различного уровня.
В этом учебном году начала работу «Точка роста» в средней общеобразовательной школе поселка Каджиром. Учителями активно внедряются информационные технологии на уроках математики, технологии, химии и биологии. Это технологии использования гаджетов на уроке, Bring Your Own Device и Plickers, то есть приложение, которое позволяет мгновенно оценить ответы всего класса и упростить сбор статистики. Еще раз отмечу, что цель нашей работы – это создание условий для развития педагогического потенциала. И педагоги являются главным объектом воздействия, главным нашим ресурсом. Многие педагоги образовательных организаций Печоры стремятся к саморазвитию. Среди них есть педагоги, которые могут помочь молодому специалисту в профессиональном становлении и росте. На начало года в школах работали 52 молодых учителя с педагогическим стажем до 5 лет. В школах в целях оказания помощи начинающим педагогам и профессиональной адаптации за каждым молодым педагогом был закреплен учитель-наставник. Разработан совместный план работы, в котором учитывались затруднения молодого специалиста. В течение года наставники работали над оформлением документации, составлением конспектов и технологических карт урока, посещали уроки молодых коллег и вместе анализировали достижения и ошибки. В целях оказания методической помощи молодым учителям в вопросах совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического мастерства нашим отделом была разработана программа сопровождения профессионального роста молодых педагогов. С помощью диагностик были выявлены затруднения педагогов и определены запросы педагогов на оказание психолого-педагогической поддержки. В течение 2 лет проведены 6 семинаров-практикумов, 8 психологических тренингов по преодолению выявленных проблем репрезентативных групп, 3 интеллектуальные игры «Что, где, когда» для сближения молодых педагогов и наставников. Молодые специалисты имели возможность посещать открытые мероприятия в рамках проведения муниципальных конкурсов «Педагогический опыт, идеи, инновации», «Педагог года» и также сами приняли в них участие. По результатам 4 молодых педагога стали призерами в разных номинациях. Также они приняли участие в республиканских конкурсах за нравственный подвиг учителя, педагогический вернисаж. Молодые педагоги активнее принимают участие и показывают себя широкой педагогической аудитории, выступают в концертах, участвуют в Республиканском молодежном образовательном форуме «Инноватика Крахаль», в Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО. Работа в данном направлении будет продолжена путем внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях. Работа уже началась, изданы приказы, определены кураторы на уровне муниципалитета. С 1 сентября начнется внедрение модели по выбранным формам. Таким образом, муниципальная методическая служба Печоры оказывает активную помощь в сопровождении администрации, педагогов по различным направлениям деятельности, что позволяет сохранить достаточно стабильный уровень непрерывного образования и самосовершенствования педагогов. Но также есть и проблемы, которые уже были озвучены Анжеликой Васильевной, и эти проблемы мы поддерживаем, да, их немножко тоже озвучу их. Это отсутствие нормативно-правовой базы для деятельности муниципальной службы на федеральном и региональном уровне. Также нам нужны создание условий для персонального роста методистов, такие как организация обучения, курсы повышения квалификации, выездные семинары по обмену, обобщению опыта. Ну и наше предложение все-таки обратить внимание на методические службы, помочь и нам, и таким образом мы сможем помочь и педагогам. Благодарю за внимание. Слышали, вы будете использовать в своей работе. Я считаю, что сегодня у нас за долгое время осуществился первый шаг к развитию, к совершенствованию методической работы в образовательных организациях. Я знаю, какую особую миссию вы выполняете для своих педагогов. Я знаю, что такое методист для педагога и как важно, чтобы методист был грамотным, чтобы он мог помочь в трудное время, когда нужна учителю помощь. Я жду от вас предложений, какие темы вы бы хотели услышать в рамках
онлайн-школы методистов. Онлайн-школы методистов будут не только организовываться в Институте развития образования. Мы с вами будем ездить и в другие города, и сельские районы нашей республики и учиться друг у друга. Все материалы, которые были сегодня представлены спикерами семинара, вы можете найти на сайте института. Ну и я хочу сегодня с вами попрощаться. До новых встреч. Пожелать вам хорошего лета. Поздравить вас с наступающим праздником Днем России. Здоровья вам.